Итог четверти века независимости. Какой он и каким будет праздник, до которого осталось 75 дней? Чего добился народ, какой путь проделало государство за 25 лет? Подвести итоговую черту пятилеток суверенной истории за один день невозможно. Поэтому страна начала это делать уже сейчас, чтобы к 16 декабря 2016 года, уже не просто оглянувшись назад, а во всех деталях и подробностях рассмотрев прошлое, хорошо понимать, как было тогда, в начале 90-х, и как теперь живет Казахстан. Независимая нация независимой страны. Здравствуйте, меня зовут Александр Трухачев. В эфире программа «Житыкун». Смотрите в этом выпуске. Между Азией и Европой. Как Казахстан связал две части света и в честь чего с одобрения президента назвали самый протяженный мостовой переход Центрально-Азиатского региона. Десятки миллионов квадратных метров жилья за сотни миллиардов тенге. Сколько квартир уже построили и сколько построят в ближайшие годы. Как изменилась страна за четверть века независимости? Портрет регионов глазами собственных корреспондентов агентства «Хабар». Новая рубрика программы «Житыкун». Специальный репортаж Игоря Нидерера из Костанайской области покажем чуть позже. Ну а сейчас о том, чем на неделе удивили главу государства жители другого хлебного края – сельские труженики Павлодарского Прииртышья. Ну, Самич, я вообще не пьющий, и село у меня не пьющее. А что такое? Ну, еще не больной. Каждые праздники мы собираемся в селе, у нас 26 национальностей проживает. И мы обязательно первый тост пьем за... За что или за кого пьют жители вроде как не пьющего села? Об этом буквально через несколько минут. Но сейчас о том, что совсем скоро придет время для того, чтобы поднять уникальный тост в честь независимости Республики Казахстан. Уникальный, потому что 25 лет исполняется с того момента, когда на геополитическом атласе планеты появилось суверенное государство. И здесь главное, чтобы те, кто будет заниматься организацией праздника в каждом населенном пункте нашей страны, сделали правильные выводы из того, о чем регулярно говорит глава государства. Идет 25-летие. Это не собрание, не концерты, не танцульки. Я хочу, чтобы каждый человек почувствовал. Мы, государство, должны стать богатых людей. Это понятно, да? Этот вопрос был адресован, конечно же, представителям местных исполнительных властей. Президент уже не раз говорил о том, что они не везде и не всегда могут разъяснить народу нюансы проводимой в стране государственной политики, иногда провоцируя недоверие граждан к государственной власти в целом. И вот теперь, посещая разные регионы страны, Нурсултан Назарбаев сам встречается с общественностью и сам объясняет гражданам, для чего и для кого в конечном итоге работает государство. Мы прошли путь от малоизвестной Советской Республики до статуса государства, регионального лидера, известного во всем мире, уважаемого государства. У нас учатся стабильности, толерантности, дружбы, взаимопонимания. Мы выстроили за эти годы устойчивую экономическую модель, вы это знаете, проведя кардинальные реформы. Основа, конечно, всего этого является малый и средний бизнес. Я внимание всех акимов, всех служб правительства обращаю на создание рабочих мест. Это обязанность государства. Рабочие места, подготовка специалистов для работы в новых предприятиях. За эти годы построили 1100 новых предприятий. И там работают совершенно новые рабочие места. Более 150 тысяч новых рабочих мест – это новые рабочие. Это совершенно другая зарплата, другая производительность труда, а значит и благосостояние всех казахстанцев. Благосостояние всех казахстанцев. А что такое благосостояние? Благосостояние – это работа. Благосостояние – это свое жилье. Кстати, с момента обретения независимости на душу населения квадратных метров стало на треть больше. Об этом подробно обязательно расскажу чуть позже.
Благосостояние – это регулярное повышение пенсий тем, кто передал нам страну, и пособий для тех, кому нужна особая опека государства. Благосостояние – это когда стабильность укрепляется, это когда мы все дальше и дальше уходим от того, что было в начале 90-х. А ведь среди нас становится все больше тех, кто не знает, как было тогда. Поэтому надо повторять, говорить, чтобы до всех это дошло. Молодежи думает, что это все так было, как сейчас. Если сравнить, что тот Казахстан был, сегодняшний Казахстан, это как от земли до неба, да? Вспомнить все, что было, а если в силу молодости вспоминать нечего, то спросить у взрослых, которые помнят. Внимательно выслушать старших, трезво оценить сегодняшнее состояние государства и просто сравнить. И все станет понятно. Ну а потом уже можно и тост поднять. За что или за кого вы уж сами тогда и решайте. Каждые праздники мы собираемся в селе, у нас 26 национальностей проживает. И мы обязательно первый тост пьем за вас. Встреча Нурсултана Назарбаева с жителями Павлодарской области. Много о чем говорили. Президент на этой же встрече дал старт новому производству – Бозшакольскому горно-обогатительному комбинату. И если павлодарский алюминий – это один из брендов Казахстана на мировом рынке цветных металлов, и его количество и качество делает нашу страну одним из лидеров глобального экспорта, то совсем скоро из региона за рубеж будет уходить уже и медь. В этой пробирке порошок медного концентрата, того самого, что начали производить на открывшемся 3 дня назад в Экибастузе горно-обогатительном комбинате. Там же из этого порошка начнут выплавлять металл эталонного качества. Это говорит о том, что в регионе фактически дан старт развитию новой отрасли цветной металлургии. Между прочим, работой эта отрасль обеспечит больше 2500 местных жителей, считай 2500 семей. А это стабильный доход примерно для 10 тысяч человек. Впрочем, запуск нового производства далеко не единственный пункт рабочей поездки Нурсултана Назарбаева в крупнейший промышленный регион Казахстана. Все подробности у Айгуль Адиловой. Мостовой переход в цветах казахстанского флага на фоне живописного пейзажа. Небесно-голубые арки с золотистыми перекрестными вантами. Этот мостовой переход, часть масштабного республиканского проекта, стал возможен благодаря государственной программе «Нурлы-Жол». Он свяжет транспортные артерии центра и востока, еще больше увеличив транзитный потенциал страны. Нурсултан Назарбаев лично проинспектировал ход строительства, отметив, что мосты и дороги – это и есть повышение объемов торговли, вливание в экономику и, как следствие, благосостояние населения. Это такой выход для павлодарцев. Огромно, сказать, простор для застройки города. Аксу стал на 40 километров ближе. 10 километров теперь, да? Да, 10 километров. 10 километров до Аксу проезд можно. Из Астаны тянется автомобильная дорога, сейчас новый автобан в сторону Павлодара закончился. И это закончили. Вот что такое. Скажите, хоть одно государство в этот кризис такое строит, позволяет себе? Нет. Мы позволяем. Мостовой переход в Павлодаре самый длинный в Центральной Азии, больше 12 километров, 3 из которых – эстакада. Объект, возводимый по государственной программе «Нурлы-Жол», получился действительно независимым. Его строят отечественные строители из стройматериалов, произведенных в Казахстане. Свыше 1000 семей обеспечены достатком. Плюс значимость проекта, связывая центр с Востоком, не только для нашей республики, но и для наших соседних партнеров. По словам главы государства, строительство таких масштабных объектов не всем под силу. Тем более сегодня, когда мировая экономика терпит потрясения, а страны вынуждены в одиночку бороться с ними. За 5 лет 7000 километров новых автобанов будет построено. Пойдет нашим детям, внукам и правнукам. Будут вспоминать и, конечно, забудут про нас. Подумают, что это всегда так было. Но нам надо им напоминать, что не всегда так было. В условиях кризиса возможности государства помогать людям. Нурлы-Жол – это новые квартиры, Нурлы-Жол – это города, это коммунальное хозяйство, это мосты, это дороги. Вот
я создал программу на 3 года. Накопленные в хорошее время фонд государственные деньги направляем сюда. Важное преимущество: мостовой переход решает транспортные проблемы местных жителей. Теперь им не придется рисковать, пользуясь аварийным мостом. Раньше, чтобы добраться до Павлодара, людям приходилось пользоваться старым и уже обветшалым мостом. Водители объезжали лишние 100 километров и тратили на это целый час. Теперь в 15 минут по новой магистрали. Строили ее 3 года и по новой уникальной технологии. Впервые на большую высоту была поднята внушительная металлическая конструкция весом больше 1300 тонн. Мостовой переход из категории сложных. Об этом говорит и рекордное количество опор – 74. Павлодарцы рассказали президенту, что сегодня это одно из главных достижений региона за годы независимости страны. Старый мост находился в аварийном состоянии. Но первые годы, трудные годы становления нашей независимости не позволили тогда реализовать этот проект. И только благодаря вашей мудрой политике, когда Казахстан достиг такого большого экономического роста, строительство этого моста стало возможным. Этот мостовой переход соединит... Старый мост и сейчас аварийный. Надо его... Да, на следующий год. Пустим, потом будем делать его. Этот мостовой переход соединит не только областной центр с моногородом Аксу, но и станет связующим звеном между центральным и восточным регионами нашей огромной страны. И в Россию. Мы же транзитная страна. Нам торговать надо. Остались последние штрихи, мелкие детали, и мостовой переход будет готов к работе. Движение по нему планируют открыть к 25-летию независимости страны. Вносим предложение дать название этому сооружению, уникальному сооружению, мост 25-летия независимости Республики Казахстан. Просим... Утверждаю. Еще один не менее значимый проект в Павлодарской области – строительство агропромышленного городка. Аналогов ему нет не только в стране, но и в ближнем зарубежье. В одном месте сконцентрированы интенсивное земледелие на более чем 9000 гектарах земли, племенное животноводство, производить здесь будут до 2000 тонн мяса, и молочная ферма, которая рассчитана на 1 миллион литров молока в месяц. При этом для работников сельчан созданы комфортабельные условия, бесплатные квартиры и социальные объекты. Президенту доложили, проект стал возможен благодаря поддержке государства. Выращиваешь корма. Вот таким образом. Это поливные установки, Так. это агрогородок. Агрогородок состоит у нас 48 квартир, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, полностью благоустроенные. Людям отдаем бесплатно, жили там и мебелированные полностью. Для работы своих аграриев государство делает все возможное, чтобы эта работа была максимально эффективна. Глава государства обратил внимание на договоренности, достигнутые во время недавнего визита в Китай, который позволит отечественным производителям существенно нарастить экспорт мяса, зерновых, масличных культур в эту страну. А это, нужно понимать, крупный и весьма востребованный рынок для многих стран. Фермеры, в свою очередь, рассказали президенту, какой эффект от того, что мелкие крестьянские хозяйства стали объединяться в крупные. Вы создали кооператив, который обслуживает все ваши 38 участников, да? Все вопросы снимаем мы. Снимает, берет продукцию, идет в оптовую торговлю, и с сельхозтоваропроизводителем нету проблем продать. Да, отдать, и не только на Санобиш. Мы еще даже обеспечиваем. и юридические вопросы, экономические вопросы, все вопросы с них снимаем. То, что хотели. Да. Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость повышения производительности в сельскохозяйственной отрасли, обратив особое внимание на важность применения научного подхода. Имея просто один картофель, мы загоняем его на клеточном уровне в пробирку, и к весне следующего года имеем уже 40 тысяч пробирок. Высаживаем их и получаем 600 тысяч мини-клубней, и в течение 4 лет получаем 30 тысяч тонн. Мини-клубни вот это? Да, вот это мини-клуб. Специалистов для работы в сельском хозяйстве сегодня учат по-новому. Главе государства показали, как с помощью обычного планшета можно научиться собирать тракторы и комбайны. Это и есть новые подходы, которые важно применять сегодня в быстро меняющемся мире. Этот же лейтмотив и у визита президента в детскую техническую школу. Разрешите представить автономный экономичный уличный фонарь. Цель данного проекта – снизить потребление электроэнергии, а также исключить человеческий фактор из управления освещением. Данная модель работает следующим образом. Сейчас же день, и лампа не загорается, но ночью происходит обратный процесс. На данный датчик падает меньше света, и лампа посредством автоматизации загорается сама, без участия человека. Главные преимущества данной модели – это... Солнечный свет помещается,
И загорается. Да, автоматически. Датчик такой. Да. Главное Обычный. преимущество данной модели – это ее низкая цена при массовом производстве. А также Здесь какой нагреватель? здесь установлена Экономный или тот же? экономная. Школьники презентовали главе государства собранных своими руками роботов, которые можно применять в производстве. Нурсултан Назарбаев отметил, что робототехника – важное и перспективное направление в развитии экономики и высоких технологий. И это факт, когда умные роботы становятся незаменимыми помощниками человека. Будущее идет к электронике. Будущее идет к робототехнике. В крупных сборочных предприятиях, автомобильных заводах, где собираются, сейчас стоят люди, и потом будут роботы. И очень перспективное направление. Вы будете вырасти, очень нужны экономике, государству и сами себе. Президент поговорил и с будущими авиаконструкторами, вник в судомодельное строительство и отметил его важность для страны. Казахстан летает во все точки мира. Да, Академия проводит подготовку на нашем аэродроме. У нас летает самолетостроение, начинаем развивать сейчас с вертолетов, вертолетного завода по сборке, как вы знаете, с Европой, с Россией. Государству нужны и молодые предприниматели. Нурсултан Назарбаев посетил стартап-академию Павлодарского университета. Здесь студентов учат не просто придумывать проекты, а делать из этого бизнес. Вот наши итоги. 1200 в год обучаем, 180 отбираем, проводим инвестиционные гранты. Уже 21 проект продали инвесторам, доли их, на 40 миллионов тенге. Создали 31 рабочее место сами. Выплатили более 10 миллионов. Вот наши планы. Студенты начали зарабатывать сами, да? Сами зарабатывают. Да. Сами зарабатывают. Вы сейчас их увидите. Более 1000 будем обучать, создавать. Более 100 будем создавать в год компаний, 500 рабочих мест, 30 миллионов тенге налогов будем платить. Это и есть новые принципы образовательного процесса. Во многих странах мира существует практика, когда молодые люди свои стартап-проекты запускают еще со студенческой скамьи и к завершению обучения в вузе уже достигают определенных успехов. Академия уже наладила деловые контакты с бизнесменами стран ближнего и дальнего зарубежья. Один из проектов настолько заинтересовал главу государства, что на месте было решено дать ему серьезное развитие. Короткие сроки учите языков? Да. Как думаю, тут учиться? Давай откроем в Астане. Давайте. Ну, какой способ у вас? Мы готовим к международному тесту КАИЛ за самые короткие сроки с любого уровня. Хотя в других школах готовят только с уровня интермедиат. А в чем У нас есть уникальная методика. То есть мы готовим чисто по тестам. Мы хотим открыть филиалы во всех регионах нашей страны. Ну, давай начнем с Астаны. Хорошо. Руководитель аппарата президента займется этим? Студенты заинтриговали президента и выпуском деловых аксессуаров. Только бабочки или еще что-то? В будущем планирую внедрять галстуки. Наши бабочки приносят успех. И я уверена, что моя удача в том, что я родилась в день, когда вас впервые выбрали президентом. 1 декабря 1991 года. Видишь? Ты ровесница независимости. Да. Нурсултан Назарбаев оценил креативность студенческих идей, отметив, что такой подход к предпринимательству нужно внедрять во всех учебных заведениях. Государство создает для вас сейчас все условия, чтобы стартапы эти проходили. Стартапы, потом опытно-промышленные установки, потом уходили в бизнес. Здесь мы видели все. Сейчас вот эта техническая школа на первых этажах домов, это вообще замечательно. Если бы по всему Казахстану внедрить, чтобы дети не занимались чем попало, а вот именно конструкторской работой, кто авиацией, кто корабли, кто-то роботы делает, а вы вот создаете новинки. То есть самое главное, студенты привыкают к науке. Университеты существуют для того, чтобы научных людей воспитать. Это особенно сейчас поставлено, я знаю, что в Назарбаев университете, в Казгу, в Алмате, здесь у вас в университете, технических вузах, везде стремимся студентов подключить к научной работе. Нурсултан Назарбаев вник в подробности едва ли не каждого бизнес-проекта, отметив их высокий потенциал. А самые предприимчивые, на то и предприниматели, вручили президенту подарок, изготовленный собственными руками и уже дошедший до потребителя. Вот это как раз, по-моему, для меня. Спасибо.
Уже после главу государства проинформировали о строительстве нового микрорайона. Там сосредоточено несколько жилых комплексов, детские сады и социальные объекты. Стоит отметить, что Павлодарская область – регион с высоким индустриальным потенциалом и, как видится, готовым применять новые подходы в образовании. Но одно из важных преимуществ – здесь сосредоточены объекты, которые нужны и важны всей стране. Особенно роль региона усиливается сегодня, когда важно уходить от сырьевой зависимости. Новая продукция, инновационные предприятия, а это и есть ключевые индикаторы для развития страны в целом. Момент, когда вся республика должна сдать промежуточный экзамен 25-летия независимости страны. Потому именно сегодня так важны успехи, которые регион смог достигнуть за это время. Айгуль Адилова, Айдос Медельбеков, Дулат Ентибеков, Алмаз Умаргалиев и Хасен Умаркулов при поддержке телерадиокомплекса президента «Жетекон», Павлодар. О том, как проходила встреча главы государства с жителями Павлодарской области, обязательно расскажу чуть позже, ну а сейчас немного новостей официальной Аккорды. На неделе председатель Национального банка отчитался перед президентом о том, как государство регулирует цены на товары первой необходимости и контролирует валютный рынок. 8-месячный уровень инфляции, по данным Данияра Акишева, достиг 5,4%, а количество открытых депозитов в тенге увеличилось, что говорит о доверии населения к национальной валюте. О том, что строительство объектов Всемирной выставки Экспо в Астане идет без отставания от графика, Нурсултану Назарбаеву сообщил председатель профильной нацкомпании Ахмеджан Есимов. Ну а тем временем к созданию финансового центра Астана, который будет работать на базе объектов выставки, проявляют интерес все больше иностранных государств. И если 2 недели назад в аккорде о сотрудничестве президент говорил с финансистами из Гонконга, то на этой неделе вопросы двусторонних отношений в различных отраслях экономики обсуждались уже с почетным старшим министром, членом парламента Сингапура Го Чок Тонгом. Вопросы укрепления партнерских отношений между странами глава нашего государства обсудил на неделе по телефону с королем Иордании Абдаллой II бен Аль-Хусейном. Другом, выдающимся человеком и великим президентом назвал Нурсултан Назарбаев Шимона Переса, который скончался на неделе в Израиле. Выразив искренние соболезнования в телеграмме нынешнему президенту этой страны Реувену Ривлину, глава нашего государства посетил израильское посольство, где в знак скорби возложил букет цветов и оставил запись в книге соболезнований. Я прибыл в посольство Израиля, чтобы выразить еще раз мое глубокое соболезнование в связи с кончиной великого сына израильского народа Шимона Переса, который с первых дней установления государства до последних дней, до последнего дыхания служил своему народу. Был известным не только в Израиле, во всем мире. Человек был прогрессивный, во всех его выступлениях сквозило взгляд на будущее, мироустройство в регионе, где он живет, что между этими странами должна быть дружба и помогать друг другу развиваться. Поэтому, конечно, очень жаль, что такой человек ушел из жизни. И мы еще раз соболезнуем и желаем израильскому народу мира и процветания и укрепления наших дружеских отношений. Ну а теперь о том, как проходила встреча главы государства с жителями Павлодарской области. Хотелось бы послушать вас. Меня-то вы слушаете часто. Несколько лет назад при нашей с вами встрече на первом съезде женщин Казахстана вы спросили меня, ну и как вы там живете в своем селе? Вот сегодня вновь хочу сказать, что благодаря вашей поддержке у нас в селе построены школа, врачебная амбулатория, асфальтируются дороги, освещаются улицы, развивается сельский бизнес и местное самоуправление. Только в прошлом году на развитие здравоохранения выделено 35 миллиардов, что в 100 раз больше, чем первый год нашей независимости. Неплохие показатели в образовательной части. Построено школ. У вас нет уже аварийных школ. У вас нет трехсменки, ликвидировано за счет строительства большого количества школ. Жилищный фонд области, вот он был сказал, за 25 лет увеличился на 1,7 миллионов квадратных метров.
Увеличился за годы независимости жилой фонд и в целом по стране. За 25 лет постоянную крышу над головой обрели около 1 миллиона семей. Миллион семей, по самым скромным подсчетам, это 3-4 миллиона человек. Для 17-миллионного государства, подавляющей части граждан которого жилье досталось в наследство от Советского Союза, очень неплохой показатель. Если в 91-м на каждого казахстанца приходилось 14 квадратных метров жилплощади, то теперь 21 квадратный метр на гражданина. А к 2019-му правительство планирует отчитаться о завершении строительства 4,5 миллионов квадратных метров жилья, возведенных по государственным программам. Больше трети из них, а это почти 17,5 тысяч квартир, уже построены и реализованы населению на очень выгодных по сравнению с покупкой коммерческого жилья через коммерческие банки условиях. Таким образом, общее количество семей, которые за годы независимости обретут жилье, к 2019 году увеличится еще 1100, а то и больше. Это с учетом того, что правительство по поручению главы государства сейчас разрабатывает программу Нурлы-Жер, которая предполагает предоставление 10 соток земли каждому, кто ее не имеет, для того, чтобы каждый, кто умеет, мог построить себе дом на своей земле. Теперь главное, чтобы государственные служащие, которые отвечают за то, как выполняются поручения главы государства по повышению благосостояния граждан, добросовестно и ответственно выполнили свою работу, чтобы кому попало деньги государственные, а это многие сотни миллиардов тенге, не доверяли, чтобы каждый тенге в дело пошел. В правительстве на неделе так и пообещали. Зарина Ахмеджанова продолжит. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Гостям здесь рады. В воздухе особая атмосфера с тонким, едва осязаемым сладким привкусом счастья. Теплоту излучает и сама Жулдыз Сатаева. Вот мы буквально на днях заселились, даже вон целлофаны не сняли даже со стульев. И вот пока еще обустраиваемся. Жулдыз Сатаева в числе 120 докторантов, магистрантов и молодых ученых получила жилье. Старейший агротехнический университет страны раздал ключи для лучших преподавателей. Причем по прямому поручению Нурсултана Назарбаева. Подарок в виде квадратных метров, пусть даже служебных, вуз сделал впервые за 30 лет. И это не единичный случай, а скорее тренд. За счет всех государственных средств в 2015 году и за период 2016 года было предоставлено жилье 22,6 тысячам семьям. И до конца текущего года дополнительно будет обеспечено жильем почти 7 тысяч семей. В 2017 году за счет средств, выделенных в 2016 году, будет построено свыше 33 тысяч квартир. Казахстан в идеале должен превратиться в одну масштабную строительную площадку. Казалось, для этого правительство сделало все. В регионах объявлен карт-бланш, разработана программа с беспрецедентным финансированием. Только работайте. Но нет, всегда есть отстающие. Например, в Мангыстауской области по программе Нурлы-Жол с начала года не ввели ни одного квадратного метра. В отдельных регионах не все гладко и с подведением жилищной инфраструктуры, и со строительством кредитного жилья. Привлеченные средства пока не осваиваются в городах Алматы, Южно-Казахстанской области, Алматинской, Атырауской областям, Западно-Казахстанской, Мангыстауской и Павлодарской областей. Также 3 объекта в Карагандинской области, пока по ним не проведены процедуры, строительство задерживается. По 2 объектам также такая же ситуация в Восточно-Казахстанской области. За сухими фактами министра десятки домов, остающихся планами на бумаге. Но у ответственных чиновников на местах есть всему объяснение. Говорят, все просчитано заранее, ситуация под контролем. Из республиканского национального фонда выделено 4,4 миллиарда тенге. Из них 1 миллиард 650 миллионов выделено на 2016 год. У нас освоение предусмотрено на октябрь месяц и на ноябрь месяц. По 75 миллионов на каждый дом в октябре и 75 миллионов в ноябре на каждый дом. В итоге у нас 1 декабря мы освоим 1 миллиард 650 миллионов тенге. Для стимулирования развития строительного рынка и привлечения застройщиков рассматриваются дополнительные меры. В связи с ценой строительства до 200 тысяч тенге за 1 квадратный метр
ранее отсутствовал интерес со стороны застройщиков. Мы хотим внедрить механизм о целесообразности строительства жилых комплексов с правом коммерческой реализации паркингов самими застройщиками. В прошлом году по темпам строительства Алматы и Астана побили собственные рекорды. Впрочем, топографическое лицо столицы меняется постоянно, даже феноменально. За несколько месяцев пустыри превращаются в жилые кварталы. Строительство продолжается в режиме нон-стоп, днем и ночью, в 2 смены. Процесс не будет остановлен даже зимой, потому что здесь, на этой строительной площадке, понимают, что от их работы зависит благосостояние почти 200 семей. Сразу 3 12-этажных здания, срок сдачи декабрь 2016-го. Сделано почти все, точнее больше 70%. Дело за штрихами. Строители с гордостью делятся. Идем с опережением. Мы сейчас окна поставили, полностью стяжку залили, электричество, слаботочку мы все уже сделали. Это очень теплый 4 класс. Но мы как строим не 4 класс, а 3 класс. Потому что мы для авторитета работаем. Мы в рынке, первый вот мой дом, который я вот строю, поэтому я хочу, чтобы было людям приятно жить. Потом не говорили, мы видим по телевизору, что там текет, там этот, вот чтобы вот эта проблема не было, мы строим вот хороший, можно сказать, почти умный дом. Для возведения жилья и инфраструктуры в Казахстане выделены колоссальные 442,5 миллиарда тенге. Причем только на этот год, не говоря о социальных объектах. По стране открыты почти 500 детских садов. Строится 51 школа, в плане еще 99. Тем не менее, в Министерстве образования прогнозируют дефицит учебных мест. Каждый год количество школьников только увеличивается, поэтому нужно строить новые школы, особенно в городах. Министерство составило карту, так с 2018 года необходимо строить как минимум по 50 школ. Нарекания к строительству некоторых объектов здравоохранения высказала и глава профильного министерства Тамара Дюсенова. Хотя в этот раз о проблемах говорили все. Кабинет министров во главе с Бахыджаном Сагентаевым разобрали всю строительную отрасль по кирпичикам до самого фундамента, чтобы понимать все проблемы рынка. Здесь еще один такой момент, это где-то переходящий ко второму. Большая стройка идет, и здесь использование отечественных материалов. Это очень важный вопрос. Мы на сегодня, если посмотрим, 58% только отечественных строительных материалов используется. Глава государства каждый раз об этом говорит, что стройка как раз таки продвигает развитие строительной индустрии. Если доведем до 80%, уже большая поддержка для наших компаний. Если не импортировать стройматериалы, то и себестоимость возведения объектов станет дешевле, увеличится спрос. Отрасль производства отечественной продукции переживет ренессанс. И таких счастливых владельцев заветных квадратных метров, как Жулдыз Сатаева, станет больше. Для этого она трудилась, не жалея себя. Вопреки трудностям написала научные работы и книги на английском языке. Сейчас признается, что ждала именно такое жилье. Я вот вдоль вот этого дома прошлась и дошла вот до этого места. И когда я посмотрела на этот дом, я вот захотела. А потом, когда уже нам сказали, что вот 4-я квартира, и когда я пришла и увидела, что именно те 2 окна на 2-м этаже, о которых я, можно сказать, послала вот Всевышнему вот эту энергию, да, и вот она сбылась. Поэтому, знаете, любой труд, он вознаграждается. За 25 лет в Казахстане ключи от собственных квартир получили около 1 миллиона семей, и их количество с каждым годом будет только увеличиваться. Перед правительством и акиматами стоит задача ввести еще 4,5 миллиона квадратных метров жилья до 2020 года. К тому же в разработке новая программа Нурлы жер, по которой в ближайшие 2 года казахстанцы получат под индивидуальное жилищное строительство больше 100 тысяч земельных участков. Зарина Ахмеджанова, Айджан Отызбаев, Арман Данышбаев, Жетыкун. И на этой же неделе Мажилис парламента одобрил поправки бюджета нынешнего года. Это очень важная процедура, во время которой члены правительства согласовывают с депутатами изменения статей расходов, необходимых для корректировки финансовых потоков из государственного бюджета, в том числе и денег, направленных на исполнение госпрограмм, необходимых для выполнения социальных обязательств и повышения благосостояния населения. Принятые нами сегодня поправки в государственный бюджет
направлены в первую очередь на выполнение поручений главы государства, данных по итогам расширенного заседания правительства. И все они, безусловно, послужат стимулированию экономического роста, послужат реализации крупных инвестиционных проектов и обеспечению занятости населения. Несомненно, все это позволит даже в нынешнее непростое время продолжить эффективную реализацию всех стратегических программ нашего президента. Вообще надо отметить, что наши депутаты на этой неделе в своей деятельности вышли далеко за рамки чисто законотворческой работы, направленной на укрепление внутригосударственной стабильности. Кроме различного рода заседаний в стенах парламента, успели провести еще и крупный международный форум. Вместе с коллегами больше чем из 20 государств Азии обсуждали вопросы сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. И это лишь на первый взгляд может показаться незначительным мероприятием, но все дело в том, что страны Азии обладают огромным количеством идей, проектов и изобретений, которые могут принести много пользы для всех, но реализовать планы поодиночке государство не в силах. Если бы между ними существовали хорошо отлаженные коммуникации по обмену опытом, знаниями и инвестициями, то, кто знает, все это вполне могло бы привести к новой технической революции, но уже чисто азиатской. Как раз созданием таких коммуникаций между государствами Азии и занимались на этой неделе в Астане. Марат Токмагамбет узнал, что полезного можно извлечь всем из потенциального сотрудничества финансов и интеллекта в регионе. Дамель Мектебаеву называют одной из самых успешных молодых ученых Казахстана. Известность к ней пришла после прорывного изобретения в медицинской диагностике – уникального тест-кольца. По ее словам, он максимально прост в применении. В кольцо встроена специальная игла для забора крови. Благодаря электродам человек даже не почувствует прокола. После того, как кровь попадает в микрочип, кольцо через считанные минуты выдает результат. Новинка претворена в жизнь усилиями ученых нескольких стран – Казахстана, Мексики и Перу. Очень быстро этот проект раскрутился, он очень дорогой проект, очень тяжелый. То есть это кольцо, которое определяет инфекционные заболевания. Если у вас положительный результат или отрицательный результат, по Bluetooth вы получаете его на свое приложение в телефоне. О плеяде молодых ученых, технологиях и инновациях говорили здесь, на Азиатском межпарламентском форуме. Представители 25 стран собрались, чтобы поделиться опытом, избежать промахов и поговорить об экономике, построенной на реальных знаниях. 800 лет ничего подобного в исламском мире не было. В исламском мире 60 стран, и Казахстан по математике всегда занимает лидирующие позиции. Только представьте, у вас огромный потенциал, есть прочная база развития. Сейчас вся наша работа сконцентрирована на том, что надо создавать экономику, основанную на знаниях. Это подразумевает не только наличие докторов наук, но и инженеров, техников, их надо развивать. Каждая страна обладает определенными технологиями, но, как признались эксперты, сотрудничества между ними нет. Отсюда и проблемы, в том числе колоссальное отставание в науке от Запада. Похвастать технологичными чудесами может Китай, опыт которого тоже обсудили, а поучиться у соседа есть чему. Очень много патентов в последнее время было защищено в Китайской Народной Республике. То есть многие азиатские страны сейчас пытаются нагнать упущенное. И это очень отрадно. Почему? Потому что на самом деле наука, особенно медицинская наука, она не знает границ. Инновации в науке возвращают людей к полноценной жизни, а еще делают экономику целой страны гибкой. А это уже путь к сырьевой независимости, что волнует, пожалуй, все страны-участницы форума. В Объединенных Арабских Эмиратах эту проблему уже решили. Дубай сегодня известен как город возможностей. Страна стремится в ближайшее время стать одной из самых инновационных в мире. Сирия тоже исламская страна и тоже обладает запасами нефти. Но пути развития абсолютно разные. Искать причины нынешней ситуации в отсутствии образования или застоя в науке, конечно, нельзя, но у страны могло быть другое будущее. На форуме о своем опыте рассказали и представители королевства Бахрейн. В стране пошагово расписали переход на альтернативные источники энергии и отход от опоры на нефтяной кластер.
Сегодня наступает время, когда наиболее важно развитие технологий. Это то, что является нашим гарантом в будущем. Бахрейн, как и другие страны, сегодня тоже пересматривают свою политику экономического развития. И здесь самое главное – это технологии. У нас даже есть 4-летняя программа по развитию альтернативных источников энергии. Мощным толчком для развития альтернативной энергетики в мире должна стать выставка «Экспо» в Астане. И Казахстан, как ее организатор, может стать примером для других стран исламского мира. Мы в 2 раза увеличили количество инновационно активных предприятий. Объем инновационной продукции вырос почти в 5 раз. Затраты на технологические инновации в 14 раз. Вместе с тем мы понимаем, что такая динамика была возможна, потому что у нас была база у нас очень низкая. Все помнят, что происходило в 90-е годы. Спад был во всем, в том числе экономике и науке. Сложный период был для ученых, многие из которых уехали, либо перестали заниматься наукой. Не было условий. Все сразу восстановить не получится, нужно время, и у Казахстана большой потенциал. Есть светлые головы. Проект Данель Мектебаевой уже выиграл грант от НАСА и удостоился других международных грантов. По признаниям девушки, ученой долго находиться на одном месте ей категорически нельзя. Людям науки, как воздух, нужен обмен опытом, так эффективнее. Мы собрали команду, инженер из Мексики и бизнес-стратегист Ирина, она из Перу. И из Казахстана биотехнолог. То есть 3 человека, мы все это сделали в течение 10 недель. И начали дальше работать. Разъехались по своим странам, но дальше продолжали работать. С этого времени уже прошло 2 года. У нас уже есть прототип 2-й версии, то есть мы потихоньку реализуем этот проект. После 2 дней дискуссии участники форума приняли итоговый документ – Астанинскую декларацию по укреплению межпарламентского исламского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. Как отметил спикер Мажилиса, Казахстан всегда готов к сотрудничеству со странами исламского мира. Подтверждение тому – проведение в Астане в сентябре следующего года саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Дата проведения саммита выбрана не случайно. Он состоится как раз в дни завершения международной выставки «Экспо», на которой, как известно, будут презентованы передовые разработки в сфере зеленых технологий. Марат Токмагамбет, Елена Шрайбер, Батальбек Гадельбеков и Ерсин Мухамбеталин. Жетакун. Тем временем Астана демонстрирует стремление к внедрению новых технологий на собственном примере. Начать решили с самой чувствительной для постоянно растущего города проблемы. Уже совсем скоро приоритетными участниками дорожного движения в столице станут пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт и только потом водители автомобилей. На неделе в столице обсудили вопросы развития транспортной системы. Год назад Астана официально вступила в клуб городов, где развитию общественного транспорта уделяется особое внимание, а в столице Казахстана открылся офис Международного союза общественного транспорта. Совсем скоро специалисты приступят к активной фазе модернизации транспортной системы столицы, которая предполагает реконструкцию 25 автомагистралей, 6 мостов, 9 транспортных развязок, всего около 50 объектов инфраструктуры. В результате зарубежные эксперты обещают наладить в Астане удобную и безопасную транспортную систему. Нужно использовать современные технологии планирования. Астана постоянно растет, и вам необходимо больше возможностей. Я рад быть здесь и быть частью проекта ЛРТ, который будет реализован уже в следующем году. Как только вы разработаете систему управления, город не будет зависеть от машин. А вот справится ли со своей задачей транспортная система самого большого города Казахстана, Алматы, станет понятно уже через 4 месяца, в феврале, когда мегаполис примет зимнюю универсиаду, участников которой в мире спорта принято считать главным резервом белых Олимпийских игр. Впрочем, организаторы и власти города при планировании этого грандиозного мероприятия постарались, насколько это возможно, максимально обойти все имеющиеся транспортно-логистические проблемы. Атлетическую деревню, например, построили в непосредственной близости от площадок, где будут проводиться соревнования. Напомню, во время недавнего визита в Алматы глава государства дал особые поручения по поводу того, насколько организованно должно пройти это престижное мероприятие.
Ну а тем временем наши корреспонденты решили проверить степень готовности не только инфраструктурных объектов универсиады, но и отечественных спортсменов. Фариза Булатбек продолжит. При упоминании Алматы вспоминается алматинский апорт, Медео, Чимбулак и Азиада. Но уже со следующего года Алматы также будет ассоциироваться и с зимней универсиадой. Самый большой город Казахстана уже сегодня негласно считается спортивной столицей нашей страны. До 28-х всемирных студенческих игр осталось ровно 119 дней. Всего за 2 года Алматы заметно преобразился. Для того, чтобы достойно принять участников и гостей грандиозного спортивного события, в городе несколько лет велось широкомасштабное строительство. Что называется, с нуля возведены 3 новых спортивных комплекса, реконструированы 5 сооружений. Некоторые из них уникальны даже по мировым стандартам. Вот здесь будет проходить церемония открытия и закрытия универсиады. Стадион Алматы-Арена является одним из самых больших построенных в современном Казахстане. Рассчитан на 12 тысяч мест и, по сути, является огромным трансформером. Он способен превращаться из храма чисто зимних видов спорта в комплекс для проведения соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Кроме этого, стадион очень удобен для проведения масштабных концертов, конференций и форумов. Совсем рядом, всего в 700 метрах от стадиона Алматы-Арена, раскинулся фактически новый город. Атлетическая деревня для 5000 спортсменов. Для участников универсиады здесь есть все, вплоть до стиральных машин и фенов в квартирах. Уровень комфорта, как в 3-звездочных отелях. Кстати, после игр деревня будет преобразована в жилой комплекс. После того, как наши атлеты проживут, мы 1700 квартир передадим социально неблагополучным семьям, многодетным семьям, матерям-одиночкам, то есть это будет сделана хорошая благотворительность. Еще один спортивный объект возведен в Медеуском районе – Халык-Арена. 3000 зрителей, ровно столько может вместить в себя этот современный многофункциональный дворец. Помимо этого, серьезную реставрацию провели на высокогорном катке Медео, горнолыжном курорте Чимбулак, лыжно-биатлонном стадионе Алатау, международном комплексе лыжных трамплинов Сункар, а также во дворце спорта имени Балуана Шолака. Стоит отметить, что вопрос безопасности здесь, пожалуй, самый важный. Поэтому для охраны всех объектов универсиады будет привлечено 6000 сотрудников правоохранительных органов. Тем временем подготовка к играм полным ходом идет и у спортсменов. Попасть в сборную Казахстана, подарить победу и защитить честь страны стремится каждый. Студент 3-го курса Рамазан Алдамжаров занимается хоккеем с 5-го класса. Уверен, что трамплин к Олимпийским играм начинается с универсиады. Это огромная честь для каждого представлять свою страну. Тем более универсиада проходит у нас в Казахстане, а дома и стены помогают, так сказать. Ну и, конечно, задачи стоят, как всегда, самые высокие, потому что до этого наши сборные занимали 2 раза 2-е место и были в призах, в общем. А тем более, когда универсиада проходит дома, конечно, требует самого высокого результата. 86 комплектов, ровно столько медалей будет разыграно в 12 видах спорта. Заявку на участие отправили 58 стран. Готовность к мероприятию уже оценили международные эксперты. Безусловно, Алматы и 28-я зимняя универсиада будет еще одним этапом, который укрепит ФИСУ и как большую интернациональную семью. Мы понимаем, что находимся в стране с многовековой традицией, культурой, богатой культурой, городе, который славится своим гостеприимством и опытом организации не только спортивных, но и других крупных международных событий. В свою очередь, организаторы утверждают, что студенческие игры будут очень экономичными. Бюджетные расходы, например, удалось сократить в 2 раза. Из 17 миллиардов тенге сегодня освоено 10. Не исключено, что из оставшихся 7 миллиардов часть будет возвращена в казну государства. Но всемирные студенческие игры, которые уже через несколько месяцев пройдут в Алматы, станут не только одним из драйверов развития города и повысят имидж страны, но еще и позволят заработать за счет многочисленного потока туристов.
По данным ЮНВТО, каждый турист оставляет в стране во время пребывания минимум $100 в день. Вот $100 умножьте на 5000 наших гостей, вот, и мы получим вот те преференции, ту выгоду, которую получает наш город. Это то, что называется быстрые деньги, да, которые будут заработаны прямо во время универсиады. Нужно отметить, что 5000 гостей – это лишь 6-я часть ожидаемых посетителей. Во время универсиады Алматы готов принять до 30 тысяч туристов. Кстати, ежедневно за всемирными играми будут следить миллиарды зрителей из 80 стран мира. Освещать мероприятие будет больше 400 зарубежных и казахстанских журналистов. Фариза Болатбек, Ерлан Абжанов, Жетукун, Алматы. Факт того, что международное сообщество доверило проведение Всемирной универсиады именно Казахстану, еще одно доказательство признания достигнутых нашей страной успехов за четверть века независимости. Ну а теперь, как и обещал в самом начале выпуска, новая рубрика программы «Жетукун» под условным пока названием «Портрет региона за 25 лет». И сегодня портрет Костанайской области от нашего собственного корреспондента Игоря Нидерера, который вместе со своими земляками был не просто свидетелем всех преобразований, но и на протяжении 16 лет рассказывал зрителям нашего телеканала о том, как на глазах менялась хлебная житница страны. Журналистские будни. Дороги, встречи, снова дороги. И всякий раз мы везем домой небольшой урожай из новостей и интервью, которыми торопимся поделиться со зрителем. Кстати, об урожае. Каждый раз, когда говоришь «Костанайская область», перед глазами возникают эти поля. На 500 километров с севера на юг. Почти за 16 лет работы я объездил без малого 150 населенных пунктов только нашего региона. Очень часто приходится бывать на элеваторах, на зернотоках. Вот на таких полях. Кстати, это убрали примерно 2,5 недели назад. Здесь была пшеница. Сейчас земля отдыхает до весны. Всего этой осенью хлеборобы области, которую по праву именуют главной зерновой житницей Казахстана, должны собрать примерно 5,5-6 миллионов тонн зерна. Конечно, такие высокие урожаи на Костанайщине были не всегда. Совершенствуются технологии. Аграрии закупают современную технику. По сравнению с 1991 годом производительность зерноуборочных комбайнов увеличилась в 2,5 раза. Представьте себе большой круглый хлебный каравай. Так вот, четверть такого республиканского хлебного каравая даем мы. Вот это землица дает. Обстоятельная модернизация агросектора области состоялась благодаря продуманной государственной поддержке тех, кто растит хлеб, и достижениям местных ученых. Алмабек Нугманов руководит НИИ сельского хозяйства. Здесь продолжают дело героя труда Казахстана, ученого Валентина Двуреченского. Именно отсюда по всей стране начали распространяться технологии влагосберегающего земледелия. Сейчас Алмабек показывает мне, как важно оставлять пожнивные остатки в почве. Это тоже элемент технологии. Это вот как раз то, чем занимается аграрная наука, и в этом, я считаю, мы преуспели, и значит, применение и внедрение этих технологий в сельском хозяйстве, оно даст вот новый уровень взаимодействия и новый уровень производства для сельского хозяйства. Новое и старое сравнивать всегда интересно и поучительно. Посмотрите, вот так, к примеру, выглядел нынешний автомобильный завод в 90-х. В 99-м я работал в местной телекомпании и частенько тут бывал. Бывший дизельный стоял банкротом. Тогда, я помню, завод напоминал заштатную машино-тракторную станцию, только очень большую. Все это было, по сути, огромным складом подержанных станков. Их следовало продать, чтобы выплатить долги по зарплате уволенным рабочим. Здесь было тихо и пусто, а во время дождя с худой крыши капала вода. Непростым был путь восстановления предприятия, ключевую роль в котором сыграл лидер нации. Сегодня на заводе производят авто 8 брендов. В прошлом году с конвейеров сошли 6000 машин. Виктор Александрович здесь с первых дней. Почетный автомобилестроитель отдал бывшему дизельному 30 лет жизни. Сейчас, если смотреть на наш завод, это современный завод. То, что было в 90-е годы, да и начало 2000-х годов, это небо и земля. В настоящее время завод полностью функционирует. Была сельхозсборка, потом увеличили крупноузловая сборка. Сейчас более углубленная, это мелкоузловая сварка, окраска. Такого в Казахстане еще пока ни у кого нет.
Только за последние 6 лет по программе ФИИР в области введено 82 проекта. Объем вложений составил 121 миллиард тенге. Новые рабочие места получили почти 5000 жителей. Горнодобывающая отрасль, а это железная руда, боксит и асбест, по сравнению с 91 годом стала мощнее в 67 раз. Почти весь железорудный экспорт страны наш, а валовой региональный продукт на душу населения вырос больше, чем в 500 раз. Да, главное мерило всех ценностей – люди. Кстати, в этом году в области крик новорожденного малыша звучал 8307 раз. Это родильный дом. Отсюда я сам забирал и первенца, и младшего сынишку. Областная больница, к которой примыкает роддом, крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение Северного Казахстана. Здесь работает более 800 сотрудников, 6 кандидатов наук. Про Каната Мурзалимовича говорят «золотые руки». В медицине 40 лет. В начале 90-х, вспоминает доктор, при тотальном дефиците лекарств и препаратов за материалом для швов приходилось самому ходить на швейную фабрику. А сегодня здесь освоили, к примеру, шунтирование сосудов и замену тазобедренных суставов. Раньше, если за этим операциям наши люди ездили, в лучшем случае в центре, в Астану или в Алмату, сейчас или в Германию, в Австрию, там, в Японию. Сейчас многие операции проводятся у нас. Это, в частности, операция на сердце. За годы независимости в области построили 22 объекта здравоохранения, ввели в строй или реконструировали 13 детских садов. Благодаря программе «Балапан» добавилось почти 10,5 тысяч мест для дошколят, а сотня ранее приватизированных садиков вернулась в госсобственность. Почти 100% детей с 3 до 6 лет охвачены дошкольным обучением, а теперь, говорят здесь, надо переводить мини-центры на полный день. Старый семейный альбом. Вот тут я первоклассник. Сегодня я также отвел на занятия старшего сына. Месяц назад он пошел в 1 класс вот этой гимназии. Давай, удачного дня. В наше время первый серьезный юбилей независимости – время современных знаний, а главное – современного учителя. Нынешняя школа – это инновации, коллаборативная среда плюс информатизация и компьютеризация. Но областной гимназии этого мало. Теперь ряд дисциплин здесь будут вести уже на английском. Например, биология. С этого года на английском языке, на следующий год у нас уже подготовлен учитель химия на английском языке, перспектива робототехники и 3D-моделирование, то есть дети будут новым навыкам, так сказать, учиться для того, чтобы быть конкурентоспособным. Всего в области за 25 лет на строительство школ выделено больше 12 миллиардов тенге. Построено или капитально отремонтировано 22 объекта образования, из них 20 с государственным языком. Если раньше в Костанайской области каждая 10-я школа была с государственным языком обучения, то в настоящее время каждая 4-я школа и каждый 6-й ученик обучается на государственном языке. Мы, костанайцы, оправдаем надежды, и все эти задачи, которые поставлены, все эти программы развития образования Республики Казахстан на 16-20 годы, заверяю, что выполним. Педагоги, медики, работники социальной сферы получают жилье по государственным программам. Мы и сами были свидетелями десятков новоселий. Этот микрорайон называется Арман. И эта мечта для многих сбылась. За 25 лет в области введено в эксплуатацию почти 4,5 миллиона квадратных метров жилья. За этими домами проходит железная дорога. Когда-то давно я жил там рядом с вокзалом, а сюда мы с ребятами просто ходили гулять. Здесь было чистое поле, ровное место. Вот как сейчас здесь, гляньте. За последние 5 лет областной центр прирос 4 большими микрорайонами с современными многоквартирными домами. В этом районе предусмотрели все, например, парковки и вот такие детские площадки. Жилье сдали в готовом виде с чистовой отделкой. Заходи и живи. Это ощущение, наверное, словами не передашь. Столько времени, можно сказать, мечтали. Сейчас только вот начинаю чувствовать, что это моя квартира. Вот уже четверть века независимости жители Костанайской области строят дороги, добывают руду, растят хлеб и учат детей. 25 лет – золотые страницы нашей общей истории. И моей тоже. Игорь Нидерер, Ермек Мухамедьяров и Сергей Трахтенберг специально для программы «Житикун». И последнее. В Назарбаев университет смог поступить только каждый 4-й желающий. Один из самых престижных вузов страны подвел итоги приемной кампании. В этом году вуз зарегистрировал больше 4,5 тысяч абитуриентов. Такого количества не было еще никогда. К слову, университет теперь будет обучать и на платной основе. В самом вузе прокомментировали это так. Настала пора зарабатывать и привлекать студентов из-за рубежа.
В этом году в университет поступили 14 абитуриентов из Кыргызстана, Китая, Монголии, Ганы, США, Узбекистана и Ирана. Более 1000 человек изъявили желание обучаться именно по магистерским и PhD-программам в Назарбаев университете, но из них мы приняли только 409 на магистерские программы и 28 человек на программу PhD. Это вот именно тех, которые соответствовали всем нашим вступительным требованиям. С этого года мы подняли уровень знания английского языка с 5,5 до 6,0. Это именно для тех ребят, которые выбирают школу инженерную и школу наук и технологий. Ну а прямо сейчас новый телепроект агентства «Хабар», программа «Пай-Пай Жирма-Бес». Все о становлении независимой страны в деталях от свидетелей эпохи. Воспоминания, неизвестные факты и уникальные личности. Я же с вами прощаюсь ровно на неделю. Не переключайте канал, будет интересно.